Меня зовут Павел Рубешко, я гражданин Украины, мне 24 года, 20 лет я жил в Беларуси по виду на жительство. 3 июля ко мне домой пришли с обыском сотрудники Пинского КГБ. Где-то в 5 часов 20 минут мне позвонила мать, сказала, что дома милиция ищет меня. Через буквально 2 минуты ко мне на работу заехали 2 человека. Один милиционер со Столинского РОВД, второй, как я понял, сразу сотрудник КГБ. Мне сказали, что я должен сейчас с ними проехать. На вопрос, почему, на каком основании, сказали, что у меня во дворе был украден велосипед, и я должен поехать задать какие-то вопросы. И я согласился, сел в машину, у меня сразу попросили мой телефон. Я отказался, и вот сотрудник Столинского РОВД начал угрожать мне сутками, если я не буду выполнять все их требования. Я отдал свой телефон, и уже после этого второй человек не представился, а сказал, что я из КГБ. Мы приехали ко мне домой. На лестничной клетке уже были еще 2 или 3 сотрудника Столинского РОВД и 2 человека из КГБ. Мне показали постановление на обыск, но на каком основании, кто я в чем-то подозреваюсь, или на меня есть какое-то обвинение, ничего не было указано, просто вот обыск по факту. Нашли понятых 2 моих соседок по лестничной клетке. И, собственно, начался обыск. И искали легко воспламеняющиеся, взрывчатые вещества, боеприпасы, как сказали. И вообще все, что может быть незаконно, в том числе психотропные какие-то вещества. Обыск происходил около 40 минут, после чего мне сказали, что мне нужно проехать, ответить на вопросы. По приезду в КГБ я какое-то время сидел на первом этаже просто в холле. Со мной периодически разговаривали КГБшники, спрашивали за жизнь. И один постоянно, опять же, мне напоминал, что сейчас будут задаваться вопросы, и ты должен нормально на них отвечать. И тогда никто тебя не будет душить, мешать тебе жить, ты просто выйдешь отсюда спокойно. Через какое-то время провели меня в комнату допроса, где один из сотрудников, который был у меня дома, проводил допрос. Допрос по поводу телеграм-канала ОГСБ, который нашли у меня телефон. Я как-то давно был подписан на этот чат, но не отслеживал его на самом деле. У меня там было более 10 тысяч непрочитанных уведомлений с него. После того, как его уже обнаружили, меня начали спрашивать о содержании этого канала, знали ли я, что там публикуется, связывался ли хоть с кем-то из этого чата, связан ли я с админом чата под ником Дис, Зора, там еще несколько назвал, я не запомнил. Я на все отвечал отрицательно, что там не знаю, о чем этот канал вообще, и его, собственно, не отслеживаю. Периодически во время допроса заходил сотрудник КГБ и спрашивал, как он тут отвечает, что говорит, устраивает его или не устраивает. Он ответил, что что-то не особо информативно.
И через какое-то время зашел уже новый сотрудник КГБ, которого не было у меня дома при обыске. Зашел, снял пиджак и начал на меня орать. Нецензурно, там я не помню, что он говорил. Подошел ко мне, я сидел вот как вот сейчас у стены, вытянул из-под меня стул. Я, собственно, упал, ударился головой в стену. Он начал сразу меня хватать за горло, душить, бить в стену. Поднял и протащил через полкомнаты и бросил в шкаф, ударил о шкаф. Потом пару ударов пришлось, там пощечины нижней стороной ладони, вот этой частью, в общем, бил меня по голове, орал, что я террорист, что собирался убивать ментов, поджигать что-то, взрывать Беларусь, как-то так вот, что-то я собираюсь взрывать. Я отказывался, он еще какое-то время побыл со мной, поугрожал и сказал, что сейчас ты все подпишешь, либо мы тебя закроем у себя и будем делать с тобой что угодно. Можем хоть зарыть здесь, тебе никто не поможет. Не поможет ни украинское государство, ни посольство в Бресте, посольство в Минске, ни консульство Украины в Бресте. Говорил конкретно тот человек, который меня сбивал, что я вообще свой рот открываю, если я украинец. Он спрашивал, плохо тебе что ли тут живется? Что-то не нравится? Если не нравится что-то, то почему до сих пор тут? Сказал мне, что когда я вернусь, будет все написано как надо. И продолжился допрос, опять по кругу одни и те же вопросы. О чем чат, к чему там призывают, что публикуют, с кем связывался, что мне говорили сделать и что я из этого сделал. И по кругу прогонялись эти вопросы. Также время от времени заходили сотрудники и спрашивали, что он говорит, типа нормально пойдет. Оперативник отвечал, что отвечаю я не по существу. После этого опять зашел сотрудник КГБ, который меня избивал, и начал уже свой допрос устраивать. Разговаривал со мной только криком, угрозами и держа меня либо за шею, периодически вдавливая в стену, либо за челюсть. Также задавал вопросы и просто бил меня в стену головой и говорил: отвечай, отвечай, отвечай. Через какой-то момент я начал говорить, что это за канал, что там публикуется, и он начал просить меня дальше то, чтобы я сказал, что конкретно я собирался совершить поджог какой-то или взрыв, что-нибудь подобное. Под этим, я с этим не соглашался, и все-таки в какой-то момент, не знаю почему, наверное, потому что, как я, так по их реакции видел, они увидели, что уже есть упоминание обо мне в СМИ, в том числе в украинском, и он сбавил обороты. Решил остановиться на том, что я уже сказал, и предложили подписаться под тем, что я согласен следствовать с КГБ, то есть по первому их вызову, являться к ним и давать показания. Вышел из отделения КГБ, сразу собрал вещи и покинул город, потом покинул Беларусь.